Анна Князева – один из литературных псевдонимов Натальи Робертовны Сиваковой, российской писательницы, автора детективов. Книги публикуют также под псевдонимом Наталья Петровская. Свои первые книги Наталья Робертовна начала писать еще живя в городе Железногорск. Однако, даже несмотря на хорошие отзывы из московских издательств, куда она отправляла свои рукописи, их не публиковали. Писать Сивакова не перестала, так же, как и не оставила попыток увидеть свои книги напечатанными в столичных издательствах. Сегодня же Наталья Робертовна является автором увлекательных романов с динамичным сюжетом, интригой и обаятельными героями. Сегодня в рубрике «Книжная полка» на телеканалах Якутия-24 и НВК Саха я познакомлю вас с романом, который носит название «Ключ от проклятой комнаты». В жизни всегда есть место чуду. Иногда среди серых будней происходит нечто необычное. Проявляются из тьмы времен старинные истории, которые находят свое продолжение в наши дни. Анна Князева обожает разгадывать загадки прошлого в своих остросюжетных романах из серии «Яркий детектив». Участники новогоднего карнавала пустились в пляс, как вдруг праздничный шум прервал женский крик. Толпа расступилась, в центре вестибюля лежал мужчина в костюме Дракулы. Из-под тела натекла лужа крови, а рядом валялся брошенный пистолет. Лера совсем не понимала, что же происходит в их бизнес-центре Пресня Пэлас. Сначала несчастный случай с ее подругой Ритой, теперь же убийство ее шефа Шостака. Имелась лишь одна единственная зацепка – это клочок рваных обоев, зажатых в руке мертвой Риты. Лет 30 назад подобные обои часто встречались в московских квартирах. Дом на Тригорном валу оказался почти необитаемым. Но одна из старейших жительниц этого дома поведала одну интересную историю о том, что много лет назад в одной из комнат с зелеными обоями повесилась женщина, у которой похитили ребенка. Неужели гибель Риты и Шостака является следствием всеми забытой истории? Вскоре сама Лера получила конверт с клочком рваных обоев темно-зеленого цвета. Что же было дальше и какая же правда стоит за всей этой запутанной трагедией, вы узнаете, прочитав эту увлекательную книгу. Приятного чтения!